Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина и новости спасения. Вчера я встретила очередных спасенышей. Это коротколапку, похожую на корги, и друга того, которого вытаскивали из петли. Рядом с ним тогда сидели два друга. Один из них Ярик, он прилетел в прошлом месяце, а вот второй долго ждал очередь на самолет. Завтра они встретятся на передержке. Я благодарна всем за любую, даже самую маленькую помощь. Но положение опять катастрофическое. Завтра мы с Романом встречаем два рейса в одно время в разных аэропортах. Ждем прилет хвостиков. Пока они в Якутске, и я сегодня ночью должна оплатить их дорогу. Платить нечем, вся ваша помощь, которая пришла в эти дни, истрачена на клинику, на корм. И надо ли рассказывать об ежедневных тратах на 200 собак? Думаю, не стоит. У нас каждый день идут оплаты то одного, то другого. У вас есть свои питомцы, и вы понимаете, что то одно, то другое, и все заботы связаны с тратами, а у меня их 200. Очередной прилет, очередные мои сладкие малыши. Это типа корги, такая коротколапая собачка, которую тоже привязывали к забору, чтобы ее в общем вольере не сожрали. Такая невысокая, классная собачулька. Это мальчишка, который из ангара. Прости, что только сейчас до тебя дошла очередь, но мы тебя спасли. Ты очень хороший. Что ты смотришь? Мальчишенька. Большущий какой-то, да? Большущий, ласковый, добрый. Хорошие детишки. Всего двое. Сегодня двое. Всем спасибо, всем привет передают наши малыши. Работа продолжается. Давай. Ой, прости. Ну вот. Ты чё, не понимаешь, что ли? Вот, и вот эту бери. Ну ты чего не можешь брать? Вот какой ты хорошенький. Ты четырехглазка. Бравастик. Будешь? Ну, пожалуйста. Ну, угостись. Да что ты какой вялый? Вот, если захочешь, возьмешь. Молодец, скушал. Да? Вот тебе угощенница. Вот. Ну давай, не хочешь, как хочешь. Все, друзья, поехали. Друзья, уже не первый раз мы слышим, что будет полный запрет на вывоз якутских собак. Не знаю, насколько это правда, но если так, даже не знаю, что сказать. Много же бездомышей вывозятся. Что тогда? Куда они пойдут? Будут убивать? Дело привычное. Сейчас вывозим тех, кого спасли еще зимой, тех, кто до сих пор ждал. Кто-то из ППЖ вырван от смерти, кого-то с улицы. Например, щенок Маламут чудом не съеден и не убит, потому что успели забрать. Алкаш из рядом стоящего вагончика так и сказал: «Заберите, иначе его убью». И вот такие собаки, и вот такие вот щенки летят. Летят, можно сказать, последними рейсами. Как их не спасти? Надо быстрее спасти, как можно больше. Кого успеем. И на все это нужна ваша помощь.
Обычно я не знаю точно, кто прилетит завтра, за исключением срочных случаев, когда требуется медицинская помощь или некуда поместить хвостика. Но вот посмотрите на эти мордашки, их буквально вырвали от зубов злых и агрессивных сородичей, и все они ждут на передержках. В Москве, конечно же, другие условия, конечно же, веселее, есть шанс обрести семью и счастливую жизнь. Наша худющая, прилетевшая девочка с домодекозом Деми настолько худая и жалкая. Лечение проводим на дому. Оплачены счета, но дальше нечем платить за стационар. Поэтому привезли ее на передержку. Но, как сказал врач, лучшее сейчас для нее это хорошее питание. Купили мешок хорошего корма, но она ест его неохотно. Ощущение, что у нее нет сил. Да и не привыкла к такому корму. Попробовали сварить наваристую мясную кашу. И случилось чудо. С каким же удовольствием она проглотила ее. Надо мясо. Чтобы откормить этот скелет, надо полноценное питание. Надо обязательно мясо. На сухом она не откормится, друзья. Друзья, 2 недели назад отправила из Москвы в Якутск переноски. Доставка их очень долгая, 2 недели. И вот они пришли. Сейчас надо оплатить эту доставку. Без них нет спасения. Без этих переносок никто не вылетит из Якутска. И в то же время их надо получить со склада. Они лежат на складе. Цена вопроса 31 000. Друзья, пожалуйста, помогите. Все едят, а вот эти не. Вон она стоит, уже кожа до кости. Сейчас попробуем забрать. Иначе она умрет. Видишь? Эти не, они не берутся за еду. Боятся, реально их.
Ну-ка! Фу! Фу, говорю! Чуть-чуть покормил, больше нельзя. Завернется, надо дать. Сидит с марта месяца 20-х чисел, видать, ни разу и не ела. Все моя, ну такая она, боится же, ребят. Ну, привыкнет, боится. Ни жива, ни мертва. Все моя. Все, хватит, террорист. Не бойся, не бойся. Пришлось приучать. Огрызается, бедная, от страха. Все, немножко покушал, больше пока нельзя. Сиди, моя хорошая. И еще раз напоминаю зарубежным друзьям, пишите мне в личку на WhatsApp, и я дам реквизиты надежного человека, а затем ваша помощь для хвостиков будет отправлена мне. Благодарю тех, кто уже воспользовался этим каналом.